Как объяснить то, что в Кыргызстане любят лезгинку, в Таджикистане слушают узбекские мелодии, на туркменских свадьбах танцуют под азербайджанскую музыку, а бадахшанские напевы возвышают казахстанские музыкальные чарты? Сегодня в программе «Перекресток», подготовленной журналистами Радио Свобода «Свободная Европа», поговорим об этнической музыке в Центральной Азии. Наверное, самым главным достоянием народов, населяющих Центральную Азию, всегда будет культура и музыка. Народные песни, мелодии гор насыщены глубокой историей, подпитывающей творчество современных исполнителей и по сей день. Таджик Парвиз Назаров – один из самых ярких и талантливых представителей казахской современной песни. В 22 года он смог покорить Алмату и покориться сам. Песни, которые заслуживают внимания, написал в Казахстане. И они получили признание именно в Казахстане. И потом отсюда это признание пошло дальше. То есть все. Почему так? Я думаю, что потому что здесь вот живет очень много разных национальностей, и вот меня приглашают и турки, причем они как бы считают меня своим. И я этому рад, очень хорошие ребята, вот, и на свадьбы турецкие. И я не понимаю, что они говорят, но выступаю там, пою, и они с удовольствием слушают и на русском, поскольку у меня музыка все-таки такая вот и восточная, да, местами. Разлетаюсь, не сопротивляюсь твоим чарам я, ведь ты вся моя. Разлетаюсь и не возвращаюсь в серые дни, где нет тебя. Казахи сами по себе, они очень гостеприимный народ, очень доброжелательные люди. Вот где бы я ни был, ну, я не видел таких людей. Это я еще почувствовал, когда мы впервые вот на «Голос Азии» приехали. Очень добродушные, доброжелательные, так приятно с ними было общаться. Вот у нас такие тогда были впечатления, понимаете? И они такой народ, что вот когда, допустим, я таджик, и я исполняю песню на казахском языке, и, в общем-то, как многие уже говорили, неплохо у меня получилось. Казахстан считается родиной известных музыкантов, таких как А-студио, Батырхан Шакенов, Роза Рымбаева. Самым знаменитым среди музыкантов конкурсом некогда считался фестиваль «Голос Азии», открывший много новых имен в музыкальном искусстве стран региона. Принято считать, что именно в Казахстане шоу-бизнес получил наибольшее развитие в силу более успешного финансово-экономического положения. Кыргызстан считается одним из самых либеральных стран в регионе, где экспериментируют различными музыкальными жанрами, начиная от фольклора и этномузыки до рока и хип-хопа. В отличие от некоторых соседей, власти в репертуар музыкантов не вмешиваются. Правда, в прошлом году при Министерстве культуры хотели создать художественную комиссию, которая бы руководила деятельностью артистов и содержанием их песен. Но идея не получила одобрения общественности. Кыргыз элинин тумасы, әнші, композитор Ильяс Абдразаковтың бүгінгі шоқ қыздар атты ән кешіне қош келіпсіздер ағайын. Это концерт кыргызского популярного певца Ильяза Абдразакова в Алматы. Творческий вечер проходит при участии многих казахстанских звезд. Все они исполняют песни Ильяза Абдразакова.
Сам автор и исполнитель Ильяс Абдразаков уже сбился со счету и не знает, сколько же его песен перепели артисты соседних стран. Например, его песня «Джаным Май» является хитом не только в Узбекистане и Казахстане, но и очень популярна в Татарстане, Армении и в Дагестане. В основном эту песню поют без моего разрешения, кроме казахского исполнителя Бейбита Кургана. Я послушал их исполнение, посмотрел клипы. Ну, в принципе, рад, что мои песни так распространяются и становятся популярными. Очень много моих песен исполняют казахи. Многим им я просто дарю их. Некоторые продаю. Авторское право защищается казах-патентом. Сейчас почти 70% казахских исполнителей имеют в своем репертуаре хоть одну перепетую кыргызскую песню. Многие песни стали хитами и занимают первые места в казахстанских музыкальных чартах. Они берут известные песни здесь, просто их перепевают и в своей стране делают хитами. Хотя даже многие казахи не верят иногда, говорят, нет, это наша песня, а наши кыргызы спорят, нет, это наша песня. То есть здесь такой возникает спор, чья же изначально была эта песня. Я скажу, что музыка соседних стран очень популярна в Кыргызстане. Таджикская группа «Авеста» – частый гость бишкекского джаз-фестиваля. Музыкальный коллектив известен верностью традициям и постоянной работой над новым и неизведанным. Эти ребята смешивают жанры, в частности, поют этнические песни на языках народов Центральной Азии. На связи Душанбе, и у меня вопросы к Тахмине Рамазановой из группы «Авеста». Как ты объяснишь тот факт, что в Таджикистане очень популярны узбекские песни? Это очень близкий народ, у которых очень богатая культура, у которых одинаковые музыкальные ритмы, одинаковая ментальность. Также я могу сказать, что не только узбекские песни популярны в Таджикистане, точно так же популярны и таджикские песни в Узбекистане, и всегда великими звездами Узбекистана исполнялись песни Далера Назарова. Я сейчас имею в виду популярную певицу Узбекистана Юлдус Усманову. И очень много таджикских песен просто переведены на узбекский язык, но корни этих песен именно таджикские. Согласись, через музыку, культуру, несмотря на визовые и другие барьеры, конечно, народы этих двух стран сохраняют тягу друг к другу. Очень плохо, что вот этот визовый барьер существует и какие-то политические неурядицы между этими двумя народами. Просто страдаем мы, простые люди, музыканты, певцы. Мы обязательно должны ездить друг к другу в гости. Обязательно должны друг друга чему-то учить, обязательно должны любить друг друга. Еще 2 года назад самыми частыми гостями таджикских сцен были такие звезды узбекского шоу-бизнеса, как Шахзода, Фируза Джуманиозова, Севинч. У Юлдуз Усмановой с Таджикистаном особые отношения. В 2009 году она представила целый диск новых песен на таджикском языке. Кстати, у одного из этих хитов под названием «Био-Джонам», то есть «Приди, любимый», довольно интересная история. Автором текста стала сотрудница милиции и по совместительству поэтесса из южного города Курган-Тюбе. Это было в 2006 году, когда популярная узбекская певица Юлдус Усманова приехала в наш Курган-Тюбе с гастролями. Тогда мне посчастливилось сопровождать ее. По ее просьбе я подарила ей сборник своих стихов под названием «Возвращение». Я посчитала это за большую честь, потому что она великая певица, прекрасная женщина. Мы очень тепло с ней общались. Через некоторое время Юлдус позвонила мне и спросила, хотела бы я услышать, как звучат мои слова в ее новой песне. И тогда она напела мне песню «Приди, любимый». В том 2006 году эта песня звучала и повсюду в Таджикистане. Для меня это было очень приятно. Я горжусь, что такая великая певица из Узбекистана, как Юлдус Усманова, исполнила на таджикском языке песню таджикской поэтессы. Но сегодня музыкальные продюсеры в Душанбе пожимают плечами
и за камерой говорят о введенном Ташкентом 2 года назад запрете на гастроли узбекских исполнителей в Таджикистане. Известный продюсерский центр, специализировавшийся на сотрудничестве с узбекскими исполнителями, рассказал программе «Перекресток» о том, что жаждущие гастролей в Таджикистане звезды узбекской сцены теперь не имеют права давать концерты в этой стране, а нарушившим запрет грозит потеря лицензии. Кстати, в самом Узбекистане рейтинг популярности этнической музыки, как всегда, определяется свадебным репертуаром исполнителей. Первые места в этом неофициальном рейтинге по-прежнему занимают таджикские, персидские, азербайджанские, турецкие и арабские мелодии. Исполнители именно вот из этих центральноазиатских стран, они наиболее популярны. Это Таджикистан, Афганистан, Турция. В основном только эти. Объяснить причину популярности песен на других языках, чем на узбекском, можно объяснить только тем, что в основном они темповые музыки, то есть они приглашают людей танцевать, зажигать. В самом же Туркменистане наряду с отечественной музыкой слушают и близкие по духу турецкие и азербайджанские мелодии. В местах массового проживания этнических узбеков наиболее популярными считаются узбекские песни и исполнители. Но в Туркменистане зарубежные исполнители – нечастые гости. Организацией гастролей занимаются исключительно государственные структуры. Прошло больше 20 лет, как государства Центральной Азии живут независимо друг от друга, и со временем политических барьеров между соседями становится все больше. В то время как власти пытаются создавать политические объединения и организации для большей интеграции наших народов, порой кажется, что именно музыканты и их песни делают гораздо больше для реального сближения наших народов. Ведь известно, что музыка никогда не признавала виз и границ.